В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченской Республики». Мои коллеги я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Учений свет. Документы мы принимаем как на месте, так и онлайн. То есть у нас есть портал государственных услуг, где можно подавать документы. Приемная кампания в вузах и СУЗах идет полным ходом. Какие специальности наиболее востребованы и сколько бюджетных мест в этом году? Спорт для всех. Огромные слова благодарности Министерству спорта Чеченской Республики, главе республики Рамзану Ахматовичу Кадырову за ту возможность, которую нам дали провести соревнования в городе Грозном. Впервые регион принимает сразу два мероприятия для особенных детей. Расскажем, какие это виды спорта, поделимся именами сильных духом. Победи себя и выиграешь 1000 битв. В здании предусмотрены раздельные поды для каждой из групп посетителей. Это для зрителей, спортсменов, тренеров, также VIP-гостей. Центр спортивной борьбы имени Рамзана Кадырова возводится в Грозном. В каком стиле будет объект? Важную функцию в жизни региона играет Министерство финансов Чеченской Республики. Масштаб труда неоценим. Ведомство является органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетных процессов. Они следят за поступаемым бюджетом, качеством его планирования и использования во благо развития экономики в целом. Чтобы люди лучше узнали суть деятельности министерства, руководитель ведомства Султан Тагаев дал большое интервью средствам массовой информации. В ходе беседы он раскрыл многие факторы, влияющие на финансово-экономическое положение республики. По исламскому банкингу он в первом чтении принят закон. Будем надеяться, что скоро состоится второе чтение данного законопроекта, и он будет принят. Было обращение главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича предложение о проведении данного эксперимента по исламскому банкингу. Данное предложение руководством страны было рассмотрено и принято. И данное предложение, оно переложилось в сам законопроект. Его в первом чтении, как я сказал, одобрила Государственная Дума. Мы надеемся, что и во втором чтении оно будет одобрено. Полную версию интервью смотрите в нашем эфире. Продолжаем. Крупную партию гуманитарного груза от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова доставили для бойцов спецназа «Ахмат», находящихся в зоне СВО. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Рамзан Кадыров. Помощь включает в себя необходимые медикаменты, индивидуальные аптечки и перевязочные материалы. Начальник медико-санитарной части МВД по республике Рамзан Альдербиев передал груз военнослужащим лично, а также осмотрел военный госпиталь, проверил условия содержания находящихся на лечении раненых бойцов. Подобная поддержка сделает оперативнее и качественнее оказание медицинской помощи силовикам. В Грозном началось строительство нового жилого комплекса многоэтажных домов по проспекту имени Владимира Путина до улицы Коперника. Общая площадь застройки 186 гектаров. На этой территории уже вырыт котлован под большую будущую застройку. На недвижимость именно этого проекта действует исламская рассрочка до 4 лет без первоначального взноса. По генеральному плану мэрии столицы сюда будут входить жилой квартал в восточном стиле площадью от 50 до 90 квадратных метров с благоустроенной прилегающей территорией и подземными парковками, здания коммерческого назначения, а также школы, больницы, спортивные и детские площадки. Застройщиком является компания «Фаворит-13». Дома очень хорошего качества, то есть к строительству допускаются застройщики, которые имеют многолетний опыт, которые имеют понимание, что такое ответственность перед жителями, перед клиентами. И поэтому, как в самих технологиях строительства будут использованы качественные материалы, это и подход непосредственно специалистов, да, инженеров и строителей, ну и еще само качество материалов.
Абитуриенты, сдавшие предметы, которые им нужны, не теряя время, подают необходимые документы. Это паспорт, свидетельство о предыдущем образовании и 4 фотографии. 20 июня стартовала приемная комиссия в вузы и СУЗы республики. О сроках поступления, методах подачи документов и образовательных направлениях расскажет Мадина Нусалчиева. Прием заявок на поступление в Чеченском государственном университете стартовал с 20 июня. Поток абитуриентов не утихает ни на день. Это ответственный момент не только для будущих студентов, но и для членов приемной комиссии, которым необходимо их всех проконсультировать. В первую очередь мы спрашиваем об их пожеланиях, куда они хотят подавать документы, потом консультируем их по поводу того, есть ли у нас те направления, куда они хотят подавать документы. Мало того, что эти направления могут наличествовать, у нас также есть и форма обучения, то есть это может быть очная форма обучения, заочная, очно-заочная форма обучения. Опять-таки индивидуально от абитуриента. Абитуриент может быть сложным, то есть его ситуация может быть сложной, требующей какого-то особого подхода. В наличии у абитуриентов должен быть стандартный пакет документов и четкое понимание того, на какой именно факультет они хотят поступить. После того, как консультация завершилась, будущий студент отправляется в кабинет, где проходит сам прием документов и внесение в базу данных университета. У Анжелы Цербецовой среднее профессиональное образование, специальность экономика и бухгалтерский учет. Однако на этом девушка решила не останавливаться и продолжить свое обучение. Следующая ее цель – исторический факультет. После колледжа я куза отзыв шмасери чоловікер, хазієр, інтереснієр, волноваться до союзурія стебош, ойла яшу, інзалі, экзамен штехачли. Представители приемной комиссии отмечают, что в этом году количество заявлений на поступление на 20% больше, чем в предшествующем. На сегодняшний день на бюджетные места подано более 7 тысяч заявок и более 2000 на контрактную форму обучения. Сам Чеченский государственный университет также не стоит на месте и активно обновляет портфель образовательных услуг. Так как университет участвует в программе академического стратегического лидерства «Приоритет 2030», поэтому мы в рамках развития и реализации этой программы реализуем новые направления. Это фармация, экономическая безопасность, национальная безопасность, информационная безопасность. Это дизайн, архитектура, направление подготовки, входящие в топ-50 среднего профессионального образования. Это 2 направления подготовки в рамках аспирантуры. То, что касается направлений подготовки уровня бакалавриата и специалитета, также нами открыто новое направление подготовки – это медико-профилактическое дело. В рамках специалитета мы еще открыли ветеринарную и санитарную экспертизу и несколько новых направлений подготовки. Дальше абитуриентов ожидают вступительные экзамены. Мадина Нусалчиева, Мусар Хаджиев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Настольный теннис, дартс, шашки, пауэрлифтинг, тэквондо, футбол. По таким видам спорта прошло сразу 2 мероприятия. Это Всероссийская летняя спартакиада особенных детей с поражением опорно-двигательного аппарата и соревнования по футболу лиц с ограниченными возможностями здоровья. Подробнее Зарета Джамалдинова. Сегодня здесь собрались люди сильные духом. Те, что, несмотря ни на что, ищут возможности и готовы преодолевать любые трудности. Всероссийская летняя спартакиада детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата и всероссийские соревнования по футболу ампутантов впервые проходят в Чеченской Республике. Помимо многочисленных зрителей, мероприятия посетили и официальные лица. Организаторами встречи выступил Паралимпийский комитет России, Федерация ПОДа, Министерство спорта Чеченской Республики, мэрия города Грозный и спортивная школа по адаптивным видам спорта «Ламан-Аз». Традиционно мы стараемся расширять географию проведения таких соревнований детских именно, в том числе спартакиад. И в этом году была инициатива, проявлена заместителем министра спорта Российской Федерации Адес Касаевичем Буйсултановым. Он говорит, давайте посмотрим те субъекты, которых мы никогда не проводили. И так родилась идея провести первую всероссийскую спартакиаду среди детей-инвалидов в городе Грозном. Великолепно организовано и проживание, и питание, и транспортная логистика выстроена замечательно. От фонда выделили для наших ребят 500 тысяч рублей, было объявлено. Что там, где есть заинтересованность, мы там и проводим. А здесь заинтересованность руководителей, безусловно, есть. В событии приняли участие профессионалы и любители с ограниченными возможностями из 21 региона России. А для участницы Паралимпийских игр Ухабовой Милены праздник стал двойным. Сегодня мне исполняется 15 лет. Забавное совпадение.
Мероприятие, по моему мнению, достаточно интересное, познавательное для нашего поколения. Для участников спартакиады были созданы комфортные условия и учтено все для их удобства. Организовано хорошо, вовремя начали, все замечательно. Людей много, детей много, лавочки поставили, молодцы. Для того, чтобы люди с ограниченными возможностями не замыкались в себе, а продолжали вести активный образ жизни, им необходимы мудрые наставники и особый подход. Это мероприятие не только для нашего вида спорта, оно вообще для людей с ограниченными возможностями. Потому что те люди, которые занимаются видом спорта и хотят быть не инвалидами, это плохое слово, его не надо говорить, это люди с ограниченными возможностями. Поэтому мы показываем и рассказываем о тех возможностях, которые у них есть. Трехкратный бронзовый призер чемпионата мира по тайквондо Билал Ахьядов считает, что подобных мероприятий нужно проводить больше. Очень красивое мероприятие. Подобные турниры хорошо помогают прививать спорт, особенно детям. И радостно, что это происходит в родных стенах. Настольный теннис, дартс, шашки, пауэрлифтинг, тайквондо и, конечно же, всеми любимый футбол – это те виды спорта, в которых соревновались паралимпийцы. В футболе приняли участие две команды – из Северной Осетии и Чеченской Республики. Нет ничего невозможного. Человек может добиться всего с помощью Всевышнего. Мои друзья и родные всегда вовлекали меня в активный образ жизни, чтобы было полезно и не скучно. Я рад быть частью сегодняшних матчей. Узнав, что есть такая команда, я недолго раздумывая присоединился к коллективу. Первой мыслью было, если могут они, то смогу и я. Соревнования продлятся в течение 3 дней. За это время спортсменам предстоит показать все свои лучшие качества. Но одно ясно уже сейчас. Все они личности с твердым характером и со своей историей, на которых нужно равняться. Зарета Джамалдинова, Ислам Ибрагимов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. В Грозном возводится центр спортивной борьбы имени Рамзана Кадырова. Он позволит проводить круглогодичные спортивно-тренировочные соревнования. Проект реализуется на площади 20 тысяч квадратных метров. Основное место будет занимать многофункциональный зал со зрительскими трибунами почти на 2000 человек. Мадина Кураева ознакомилась с ходом работ. Общая площадь центра 2 гектара. Он будет состоять из нескольких блоков. Это большой спортивный зал, подсобные помещения, общежитие на 120 человек. Ориентировочно в начале августа, в середине августа будет уже завершена работа по возведению, и уже пойдет надземная часть, этажи пойдут вверх у нас. Этажное здание, значит, от 2 до 4, и общежитие у нас 3 этажа надземной части находится. Республиканский центр спортивной борьбы имени Рамзана Кадырова позволит проводить тренировочный процесс целый год, соревнований мирового уровня, а также создать до 105 рабочих мест. Строительство комплекса началось в этом году в апреле месяце. За это время проделано немало работ. На данном этапе специалисты заняты возведением подземной части здания Центра спортивной борьбы. Стоит отметить, что объект такого масштаба будет единственным на Северном Кавказе. Работы идут согласно графику в 2 смены. Задействована вся необходимая техника. Спецтехник около 10 единиц, рабочий около 60, смена его. Материал, массу гуманитарные, качество на высшем уровне, качество. Здесь будут созданы все необходимые условия как для спортсменов, так и для зрителей и сотрудников. В зале установят 8 борцовских ковров, где одновременно можно тренироваться по вольной и греко-римской борьбе. Во время чемпионата России участие смогут принять до 360 человек. В здании предусмотрены раздельные входы для каждой из групп посетителей. Это для зрителей, спортсменов, тренеров, также VIP-гостей, для судейских бригад, также отдельные входы для средств массовой информации и персонала администрации комплекса. Строительство Республиканского центра спортивной борьбы имени Рамзана Ахматовича Кадырова у нас строится в рамках реализации мероприятий Федеральной адресной инвестиционной программы. Возведение Республиканского центра спортивной борьбы рассчитано на 2 года. Ввести в эксплуатацию его планируют в конце 2024-го. Мадина Кураева, Роман Хаджиев, Сайдаминдот Мирзаев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших социальных платформах, и в приложении «Смотрим».
С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.